Заключенные Коми задолжали по искам от своих преступлений более 2 миллиардов 300 миллионов рублей. Такие данные озвучили на выездном совещании депутатов Госсовета Коми в первой исправительной колонии Сыктывкара. Региональный УФСИН создает условия для трудоустройства, открывает новые производства, где осужденные могут зарабатывать неплохие деньги. Ими компенсировать ущерб, а главное – исправляться. Алексей Корчма знает подробности. 6 тысяч осужденных в Коми, каждый второй сидит без работы. Колонии могли бы трудоустроить куда больше людей, было бы у них желание, а условия создадут. Одна из главных задач всей уголовно-исполнительной системы – исправление через труд. Она позволяет возмещать ущерб, причиненный осужденным. Мы слышали цифру из нескольких миллиардов рублей, там совершенно небольшая доля. Десятки миллионов. Компенсировать затраты государства на их содержание тоже замечательное направление как работы, и восстанавливать, закреплять и приобретать профессиональные трудовые навыки. Это очень важно, потому что человек осужденный и его путь к исправлению через приобретение трудовых навыков. Заработанные деньги идут на погашение долгов по искам от совершенных преступлений. Как отметил начальник УФСИНа России по Коми Дмитрий Коновалов, в прошлом году заключенные своих зарплат возместили потерпевшим более 50 миллионов рублей. Но общая сумма долга по республике астрономическая – 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Основной источник погашения исков и выплата алиментов – это трудовая деятельность. В местах лишения свободы трудоустроено только 51% осужденных, подлежащих привлечению труду. Из них только 31% на промышленном производстве. В Сыктывкарской колонии номер 1 наладили полный цикл обработки древесины, открыли линии лесопиления, цех по производству топливных гранул. Продукция пользуется спросом на внутренний рынок и даже за рубеж поставляют 500 кубов в месяц. Есть собственный швейный цех. Еще один откроют в 49-й колонии Печоры. Это позволит трудоустроить 100 человек в 2 смены. Проект одобрили в региональном Минюсте. Деньги выделят в этом году по программе «Правопорядок». У нас здесь возникал вопрос в части целевого расходования средств, потому что мы впервые закупаем такое оборудование. Мы инициировали проведение совещания. Как раз на прошлой неделе мы его провели с участием контрольно-счетной палаты, Министерства финансов, сотрудников СИН, соответственно. Ну и обсудили, и учитывая, что приобретение этого оборудования носит комплектом, носит целевой характер для трудоустройства осужденных, принято положительное решение о том, что это оборудование будет закуплено. За 2 последних года в колониях Коми создали 260 рабочих мест. Это позволило дополнительно трудоустроить более 350 осужденных. Спикер Госсовета Коми Сергей Усачев отметил, депутатский корпус готов и впредь содействовать УФСИНу в решении задач трудовой адаптации осужденных. А вопросы еще остаются. Обучение востребованным профессиям, трудоустройство освободившихся и социальная поддержка тех, кто не имеет собственного жилья. Алексей Корчма, телеканал Юрган.